Бисмиллах, альхамдулиллах. Совет молодежи, который я хотел бы дать нашего времени и не только. Начать хочу с аята Корана, в котором сказано: «Куль халь ястави ллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Это означает, изначально это было обращение к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, где в значении этого аята говорится: «Куль», то есть скажи, разве одинаковы те люди, которые знания имеют, и те люди, которые знаний не имеют? Из этого мы аята понимаем, что, так скажем, степень и положение знающего и незнающего, они не являются одинаковыми, так как само невежество, незнание человеком, так, порой своей религии, тех или иных религиозных вопросов, порицается даже самим, так скажем, незнающим, невежественным человеком. То есть скажу по-другому: сам невежда, зачастую, он не хочет признавать в себе это невежество. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля факихун вахид ашадду аля шайтани мин альфи абид». Это означает, что один знающий мусульманин, он сильнее по отношению к шайтану, который является нашим врагом. И об этом сказано в Коране. Лучше или сильнее, один знающий мусульманин сильнее по отношению к шайтану, чем 1000 поклоняющихся, но которые знания не имеют. И совет молодежи, да, из того, что было ранее сказано, мы понимаем, что необходимо получать религиозные знания, религиозное образование. При этом это не означает и не вытекает из этого, так скажем, запрет на получение светского образования или занимать какие-либо светские должности. Ты учись в том или ином университете или в колледже, но опять же знай, что из этого, какие науки халяль, какие науки харам. Ты работаешь, хочешь устроиться на работу, прежде чем устроиться или открыть какое-то свое дело, какой-то свой бизнес, узнай, что из этого халяль, а что из этого харам. Так как пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал, что один из признаков конца света, что люди, мы не будут даже порой задумываться, ту работу, на которую я хочу пойти или устроиться, это халяль или харам. То есть это и есть наше время, когда люди не задумываются. Когда ты говоришь: узнай, посмотри, твоя работа халяль или нет, как будто бы он слышит от тебя: не работай. Мы не говорим: работай, развивайся, развивай общество мусульман, но чтобы это было в соответствии с знаниями. То если хочешь завести семью, опять же, хочешь открыть свой бизнес, то необходимо, обязательно нужно знать, как жениться, как разводиться. Опять же, возвращается вопрос к обеспечению семьи. Что халяль, что харам. А если ты будешь кормить свою семью из средств, которые не халяль, харам, то это повлияет на твою семью, будет влиять на поведение детей. Если человек кушает, например, свинину, то, что по шариату запрещено, это будет оказывать влияние на поведение твоего ребенка. Например, он вырастет и будет непослушным. Какие есть обязанности у мужа по отношению к своей жене, у жены по отношению к своему мужу, чтобы человек не преследовал, так скажем, цель только, так скажем, каких-то близких взаимоотношений, близости и так далее. Потому что выстраивание семьи – это целая, так скажем, большая, огромная работа. Но изначально, да, это знание о своем Создателе. Если человек знания о Создателе он не имеет, порой, как я вижу, вот эту проблему во многих семьях, в которых баракята нет, знаний нет, не знают ни как намаз совершать, ни как пост держать, так? Потому что у поста тоже есть базисы, есть условия. Изначально нужно вообще знать, как пост Рамадан определить его начало, как определить его завершение, например, по луне, о чем говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Люди по этой причине попадают в серьезные ошибки. И человек, когда не понимает суть и смысл соблюдения, то разве он будет соблюдать? Порой родители переживают, говорят: вставай на намаз, а он не понимает для чего. Но если этого человека укрепить в знаниях о его Создателе, что у него есть Создатель, и он даровал ему все те эти блага, которые он имеет, то ему что захочется, так скажем, какое ему должно прийти намерение в сердце? Быть благодарным своему Создателю. Если родители, порой для нас пример для понимания, не жалеют, дают одно, второе, порой отдают свое здоровье и свое время на то, чтобы воспитать достойного человека, достойных людей. И когда человек по итогу
не проявляет к ним внимание должным образом, например, если заболел он по причине того, что он столько здоровья потратил, чтобы воспитать тебя, и ты не хочешь за ним смотреть, не хочешь следить, а занимаешься исключительно уже своей только жизнью, женой и детьми, то разве мы назовем такого человека благодарным? А мы говорим о Создателе, который даровал тебе все то, что ты имеешь, и твоих родителей, то благодарность ему, выражение благодарности, это выполнение того, что Аллах повелел, избегание того, что Аллах запретил. Поэтому еще раз повторюсь, мой совет молодежи нашего времени, если они хотят получить пользу от своих деяний, хотят счастливый конец, благой конец, чтобы у них было руководство для жизни, как правильно жить. Потому что мусульманин не живет, так скажем, девизом, что все нужно попробовать в этой жизни. Так как если общество, есть то или иное общество, в котором все разрешается, то, знаете, это общество, оно разрушается. Чтобы был баракат и благополучие, обязательно нужно получать знания и жить в соответствии с этими знаниями. И при этом это не мешает кому-либо получать образование светское. Это также является поощряемым, так, чтобы мусульмане развивались. Или работать на той или иной работе светской, не обязательно, так скажем. Понятно, работа имамом, я скажу, как у нас, это лучшая работа, да? Лучшая работа – это распространять религиозные знания, спасать людей, так как имам же, он должен заботиться о сердцах других. Но это не исключает работу, светскую, так как должны быть, и медики, мы сказали, это является фардом кифая, чтобы в обществе мусульман был медработник, чтобы в обществе мусульман был, например, тот, кто знает, опять же, арабский язык, знает Коран наизусть, тот, кто знает математику, географию и так далее. Поэтому в первую очередь это знание, потому что без знаний невозможно соблюдать нашу религию ислам. И хочу, так скажем, завершить чем аятом Корана, все то, что было ранее сказано. Сказано в Коране: «Фа'алам аннаху ла иляха илляллах вастагфир ли замбика валил му'минина валь му'минат». Это означает «знай». То есть первое, что Аллах упомянул в этом аяте Корана, «знай». Значит, это для нас знак, или должно быть понимание того, что в первую очередь нужно получить знание. Теперь дальше что сказано? «Фа'алам» – «знай», что нет божества, кроме Аллаха, ля иляха илляллах. То есть получается знание, а первое какое знание по приоритету? Это то, что нет божества, кроме Бога. То есть знание о твоем Создателе, что ему присуще и что ему приписывать нельзя. И затем только после сказано: «И проси прощения за свой грех и за грехи мусульман». То есть просьба за грехи свои, просьба о прощении своих грехов или грехов мусульман, это уже действие, деяние языком. Значит, эти действия должны быть на основании знаний, веры в сердце человека. Тогда эти деяния, если они будут сделаны искренне ради Аллаха и со всеми условиями, которые есть в нашей прекрасной религии ислам, будут приняты Аллахом. Вальхамду лилляхи раббил аламин.